В школах Верхнеуфалейского района изучают башкирский язык. Родной язык коренного народа преподается в Иткуле, Черемшанке и микрорайоне Никольщик. Башкирский язык преподается в школах в рамках дополнительного образования. Практика используется второй год. Количество желающих познать родной язык доходит до 50 человек. Нехватку методической литературы учительница Альбина Киреева решает собственными силами. Она использует вместо полноценных учебников их ксерокопии. Принтер хатып алдым, шул принтердан менә шайтып китаптар эшләйбез. Хәзер безнең һәрбер укучылар менә шундый китаптар бар. Бер дә аптырап торманык. Воспитанники детских садов также имеют возможность посещать занятия по башкирской культуре и языку. Председатель Башкирского народного центра Верхнего Уфалея Эльвира Идрисова во Дворце культуры преподает родной язык. Ребятам она проводит экскурсии в юрте, которая расположена в кабинете руководителя городского башкирского курултая Фанузы Зариповой. На чаепитиях дети пробуют национальные блюда, на мастер-классах обучаются традиционным ремеслам. В нашем дворце есть комната, где занимается башкирский коллектив Лейсан, и нам очень повезло, что там есть юрта. Это наша главная фишка, можно сказать. И благодаря, на базе этой юрты мы решили приглашать детей и рассказывать им о нашей башкирской культуре, о башкирском быте, о башкирских инструментах, о творчестве. И решили заниматься с детьми из детского сада. Начинается с того, что мы рассказываем, кто такие башкиры, что мы живем на башкирской земле. Начата работа по возрождению башкирского языка, и среди особенных детей взрослые также могут окунуться в родную культуру. При ДК работает коллектив Лейсан. Женщины выступают с песнями, танцами, исполняют мунаджаты, религиозные песнопения. Аралашабыз, яшсақтала, қадір достасмайбыз. Аят оқытып, нетіп аралашабыз. Школа четкас, мұнда башкирен келіп сыққанлар. И біз Чусовскойда яшанек. Анда, лесной отдел болған от никелев комбината. Атимдардан, мен бір бала олды, ең ұлығы мен. Вот, шынан, кумак яшап, атимдарға бронь безділер. Оғыз вақытына оғыз қаманлар. Никелев комбинатқа древесный уголь ағасы ғыларды, древесный угольді тамит етіп, Чусовайда Никелев комбинатқа ярдам еттілер. Шылай болып, мен үттікті көрмәдік, инемдергіні көргенінде. Өткәрәбіз, мұнан бірнелерге келәбіз. Тату яшай башқұрт. Өз халықтары мұндай башқұрт өз қына түгіл, бүтін Балақытай районы башқұрт, біті мұндалар бар. 50% башқұрт уфалар. Мұнда бәлейді. Высокую эффективность совместной работы местной власти, общественников и образовательных учреждений отметила и заместитель главы администрации Верхнего Уфалея Елена Большакова. Вторыми по численности являются башкирское и уже третье татарское население. В городе очень много делается для развития в целом национальной культуры и в частности для развития именно башкирской культуры. На территории округа у нас в данный момент работает 4 национально-культурных центра, это 2 из них центра башкирских. Приехали и гости из Свердловского областного башкирского центра. Они посещают своих коллег уже 10-й год. У общественников много общих тем. Вам особая благодарность за организацию такого нужного и значимого мероприятия сегодня, День башкирского языка и башкирской культуры. Также развивайте. Челябинскую делегацию возглавил председатель башкирского курултая Челябинской области Марис Юсупов. Он пообщался с верхнеуфалейцами и узнал, какие вопросы их беспокоят. Марис Харисович отметил, что башкиры Челябинской области могут рассчитывать на помощь как Республики Башкортостан, так и Челябинской области. Он ознакомил общественников с государственными программами, рассчитанными на поддержку некоммерческих организаций, рассказал о возможностях федеральной национально-культурной автономии башкир, которая дает право выводить местные проекты на федеральный уровень и рассчитывать на финансирование. Очень много делается для башкир на территории округа, и в этом большая заслуга именно руководителя администрации. Напоминаем, что башкирская автономия находится на стадии регистрации. В этом году также ожидается обновление соглашения между Республикой Башкортостан и Челябинской областью. Марис Юсупов говорил о важности подготовки местных национальных кадров, просил общественников ответственно подойти к этому проекту. Мероприятие завершилось праздничным концертом.